Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. С минуты на минуту, со дня на день. Что ждет, что будет и что точно с вами случится. Загадайте на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Интересно. Грибы. Это деньги. Смотрите, деньги получаете, деньги отдаете. Так, денег поступит больше, чем вы будете отдавать. То есть этот гриб больше, чем этот. Отдавать вы будете на что-то нужное, важное, обязательное. Да. Может быть, у вас какие-то обязательства есть, и вы их оплатите. Смотрите, здесь вы получаете, здесь вы отдаете. Деньги придут. Если вы ждете, поступят. Если вам должны, дадут. Если должны выплатить, выплатят. Если вам нужно, может, обналичить, обналичите. То есть вы будете при деньгах. Тут не переживайте. Так, вообще какая-то напряженка с деньгами выглядит. Не первое мое гадание, на других каналах у меня такое было. Какая-то напряженка идет. Не знаю, то ли страхи за деньги, то ли у вас прям катастрофически не хватает денег. Прям страх, переживания. Значит, я хочу, чтобы вы знали, голодать вы не будете, на улице вы не останетесь. Да, могут быть какие-то перебои с деньгами, скорее даже не то, чтобы прям перебои, а больше как страхи, это то, что будут перебои. Вот. Поэтому не надо себя так накручивать, не надо притягивать к себе негатив. Кто-то у меня хочет делать что-то с деньгами. Вот у кого-то есть, может быть, в иностранной валюте деньги, и вы хотите, я не знаю, там менять, либо наоборот иностранную валюту покупать. Смотрите, не надо. Ближайшие несколько дней, вот 2-3 дня, не надо. Здесь какая-то ситуация мутная. Вообще мне идет такое ощущение, информация, да, что как будто бы как нагнетается что-то вот прям специальным образом срежиссированное, спродюсированное, так, чтобы людей заставить, не знаю, вынять там последние сбережения и куда-то их отнести, там, отдать, обменять, сдать. Вот что делается. Напряжение идет. Там есть люди, которые вот дергают за эти веревочки, и информация распространяется там направо, налево. Там люди между собой начинают об этом говорить. Знаете, как заряженный воздух идет. Здесь не рекомендуется, понимаете? Здесь как обманка какая-то идет. Люди могут играть на вот этих всех курсах, там, могут играть на страхах, на переживаниях людей. Лучше подождите, посмотрите. Вот посмотрите, что будет. Боитесь, переживаете, но возьмите, я не знаю, выделите какую-то сумму, обменяйте ее, потом посмотрите, что будет. Но мне вообще идет, что это какая-то игра, причем игра в темную, с целью наживы и отбирания населения, либо отбирания, например, там, денег у населения, как заставляют людей вот последнее терять. Да, вот, может, там люди на процентах наживаются, на этих курсовых разницах. Что-то такое идет, как заговор, и как специально вот информацию такую будут вливать, а люди будут паниковать, да, кто послабее, люди могут в неприятности попасть. Почему-то мне так идет. Так, следующий момент. Момент связан с какой-то женщиной. Женщина падает с какого-то стула, трона, пьедестала, не знаю, откуда-то падает. Падает очень громко. Мало того, что она упадет, она еще, скорее всего, травмируется. Для вас это очень долгожданное событие. Вы, я даже не могу сказать, сколько вы ждали, вы уже устали ждать, вы уже не верили, что это случится. И вот оно происходит. То есть очень долго под ней этот трон шатался, туда-сюда ходил. Но
умудрилась она так долго просидеть. Ну, чем дольше она сидела, тем громче она упадет. Здесь какая-то травма, может быть, действительно отыграется, что какая-то женщина травмируется. И это будет последняя ее возможность, да, удержаться на том месте, на котором она сидит. А у кого-то отыграется, что человек, падая, действительно там себе все переломает. Ну, это уже как последствия будет, да. У одних, получается, из-за травмы человек вынужден покинуть какую-то должность, какое-то место, зону влияния, а у других, получается, человек покинул, да, может быть, был вытурен с этого места, еще и потом травмировался. Ну, для вас это приятно, ну, что скрывать, это приятно, это долгожданно, и это по-справедливому, ну, в ваших глазах. В ваших глазах, ну, конечно, в глазах высших сил, я это тоже вижу. С левой стороны. Вот самый неожиданный момент, знаете, как ничего не предвещало. Ну, например, у вас там начальница коварная, вы приходите на работу, она там всех уже обматюкала 10 раз, и вы думаете, ах, блин, ничего не меняется. И тут, оп, там через час, через два приятные новости приходят, вы думаете, ну надо же, какой сегодня приятный, хороший день. Да, будет злорадство, я это вижу, но вы имеете право. Вот сколько человек у вас крови попил, сколько человек вам неприятностей доставил, вы имеете право. У кого-то может быть свекровь, да, у кого-то там какая-нибудь соседка, еще кто-нибудь. Но у каждого есть своя такая женщина, которой не поздоровится. Так, дальше. Мужчина и женщина заняты важными какими-то обсуждениями, планами, решениями. Прям тут удивительно, вы друг друга слышите впервые за долгие-долгие, я не знаю, там месяцы, годы. Вы друг друга слышите, вы договариваетесь, у вас вот прям единение, и головы у вас как-то вот прям мысли похожие рождают. Прям, знаете, так удивитесь, приятно, и вы удивитесь, и мужчина удивится. И это он так даже вам скажет, ну надо же, оказывается, мы можем, если надо, да, и вы такая думаете, ну, почему нет? Да, типа я вот всегда готова, всегда открыта была, это ты меня не слушал. Ну, в общем, мои хорошие, вы на правильном пути. Вы на правильном пути. Все, что вы там договоритесь, придумаете, начнете делать, все это, вот смотрите, увенчается очень хорошим результатом. Очень хорошим. Так, еще. Кто-то из девочек, женщин узнает о своей беременности. Страшно почему-то вам, вы переживаете за реакцию мужчины, вот как он к этому отнесется. Почему-то вам кажется, что он скажет, ну типа это твои проблемы, типа пока, да. Почему-то такой страх, или почему такие мысли у вас родятся. И вот, когда вы дрожащим голосом этому мужчине скажете, что вы беременны, мужчина очень ярко отреагирует. То есть вместо того, чтобы там расспрашивать, там, когда ждать ребенка, да, он скажет, все, едем, там, покупаем коляску, кроватку, там, одежду, да, что там детям надо, там, делаем ремонт, создаем детскую, ищем квартиру, там, либо дом, который подходит ребенку. Вы просто обалдеете от его реакции, он так счастлив будет. Тут, боже мой, счастливый мужчина у меня вышел. Так. Кстати, о птичках, девочки, у кого-то ситуация, например, это не тот мужчина, не отец ребенка, да, у кого-то не отец ребенка так обрадуется, а какой-то другой мужчина обрадуется. Мужчина, который вас действительно любит, ценит и которому вы очень нужны, он очень обрадуется, что у вас будет ребенок, и ему будет плевать, от кого у вас этот ребенок. Вот какая ситуация идет. Знаете, у вас идет прозрение либо от своего мужчины, насколько он семейно ориентированный, либо прозрение от того мужчины, который рядом с вами находится, там друг какой-нибудь, там, не знаю, сосед, который обрадуется тому, что вы беременны, и прям удивит вас вот этим своим посылом. Обратите тогда внимание, и, возможно, следует присмотреться к этому мужчине, если отец ребенка, например, исчез из вашей жизни. Да. У кого-то так, кстати, отыграет. Я просто вижу девушку, женщину, которая была в отношениях с мужчиной, как-то вы быстро сошлись, быстро разошлись, и вы узнаете, что вы беременная. И вам будет страшно. Вот, а что я буду делать? Я одна, у меня никого нет, да, вот еще беременность. И вы какому-то мужчине скажете об этом, и он прям так скажет, ну что ты, мы справимся, мы сможем, я помогу, я рядом, туда-сюда. И прям вы очень удивитесь. Обратите внимание, мужчина действительно вас любит и будет очень хорошим мужем и отцом вашему ребенку.
Так, еще как-то мало новостей у вас на этой неделе. Новости, я не знаю, как-то где-то задерживаются, со скрипом заходят, какими-то полутонами, огрызочками, какие-то странные новости. Люди, которые отслеживают обстановку, не знаю, политическую в мире, то есть следят за новостями, вам как-то прям совсем будет грустно и скучно. Поиск информации, у вас идет поиск информации. Начнете что-то искать, найдете для себя что-то важное и интересное. То, что вам поможет в будущем, в работе, в делах, в здоровье. Да, вот как вы ищете одну информацию, находите совершенно другую. Вы ищете для общего развития, находите полезное для себя. Но это хорошо, это хорошо. Так, почему будет мало новостей? А что-то тайное происходит в мире, либо как люди что-то скрывают, либо пытаются скрыть. Такое затишье перед какой-то бурей новостей. Да? Не просто буря, а буря новостей, чтобы вы не пугались. То есть в эти ближайшие дни прям как-то тихо, подозрительно тихо будет, а потом как шквал информации. И информация прям, знаете, вот картинки идут, картинки, бежит строка, картинки, все меняется. Люди будут сходить с ума, люди не успевать будут реагировать на эту информацию. Ну, вы человек подкованный, вот мои зрители, вы молодцы. Я вижу вашу интуицию, и я вижу ваш острый ум. У кого-то прям склонность к аналитическим, сложным всяким таким штукам, недоступным повсеместно, да, всем и сразу. Вот какой-то даже, может быть, талант, дар анализировать, проецировать. Да, из вас бы хороший футуролог получился, да, человек, который может предвидеть, предсказать будущее на основе знаний сегодняшнего дня. Вот, поэтому вы-то сможете вот это все отслеживать, выбирать, что хорошее, что плохое, что правда, что ложь. Но люди, которые будут вокруг вас, их будут накрывать, люди просто будут сходить с ума от такого потока информации, причем противоречивой. Понимаете, вот что идет. Так, ну помогайте тем, кто слабее, тем, кто нуждается в помощи. Так, здесь у меня женщина поймала за хвост какого-то мужчину. Мужчина, который хотел выкрутиться, мужчина, который хотел, не знаю, слинять, как-то что-то обойти. А вы его прям за хвост поймали. Девочки, ну, у одних отыграется, что вы мужа поймаете на каких-то правомерных действиях. Ну, например, мужчина решил улизнуть с друзьями, поиграть в футбол. Либо мужчина купил себе там вкусненькой водички, думает, ну вот расслаблюсь, выпью там пару рюмочек, а вы его поймаете. Также вы можете поймать мужчину, который делает заначку, то есть от вас, от семьи, от вас паразит такой утаил деньги, да, делает заначку. Так, кого-то вы поймаете, например, сына, который, ну, я не знаю, там что-то такое, ну, не совсем приличное смотрит, да, вы можете поймать там брата, который там девушке мозги пудрит, там сразу с несколькими женщинами общается. Слушайте, вы им так будете крутить, он вам как должный будет, да, либо как будет пытаться загладить свою вину перед вами. Просите, что хотите, он все будет готов вам сделать, дать, отдать, лишь бы вы его простили, либо никому не говорили о его вот этих вот махинациях и делишках. Так, также какая-то прекрасная девушка мужчину зацепит за живое. Здесь скорее как, ну, не знаю, какой-то разговор, где вы произведете просто неизгладимое впечатление на человека, незабываемое впечатление. Возможно, вы этого мужчину знаете, возможно, вы общаетесь, может быть, просто здороваетесь, может, коллеги, там, не знаю, соседи, там, случайно как-то где-то с мужчиной пару раз встречались. А тут у вас прям разговор такой, глаза в глаза. И знаете, он утонет в ваших глазах. Вы просто будете на него смотреть, о чем-то говорить, о своем, да, ни о чем не думая, там, типа там, любви, соблазна. А он прям просто будет стоять и таять, как свечка будет таять перед вами. Вот прям поплывет мужчина. Ой, девчонки, он потом как-то будет проявляться в вашу сторону. Проявляться, там, не знаю, просить у вас номер телефона, приглашать вас куда-то. Ой, ну, произведете впечатление. Прям окрылите вы этого мужчину. Такая влюбленность идет. Так, и еще. Здесь вам придется проявлять себя в какой-то сложной, трудной ситуации. Сложная, трудная ситуация. Может быть, на работе, может быть, по каким-то вопросам, делам. Ситуация, когда вы одна, и против вас несколько человек. Да, вот они идут на вас.
там 2-3 человека. А вы вот одна стоите и думаете, что вот если я сейчас отступлю, то все, всему хана, да, все накроется, закроется, и я упущу все возможности. И так вам станет обидно, у вас как бесенок внутри проснется, вы как начнете, там, всем раздавать назначения, напугаете их, напугаете по-настоящему. Вот одна девушка, либо один мужчина напугает несколько человек, да, там 3-4 человека, прям напугаете. Вы знаете, вы своего добьетесь. Вы с пустыми руками не уйдете. Вот то дело, либо та ситуация, либо та обстановочка, которая сложится вокруг вас, очень успешно для вас закончится. А вы тоже, так знаете, немножко переборщите, может быть, либо будете чувствовать, что вы переборщили. Вы главное, не думайте о каких-то плохих последствиях. Плохих последствий не будет. Последствия будут только хорошие. Даже если вы кого-то назовете тем именем, кем этот человек и является, последствий не будет. Наоборот, перед вами еще будут извиняться. Так, еще. Здесь какое-то пугало огородное, человек, знаете, как чучело в перьях. Вот. Человек с перьями. Человек, который перед вами, я не знаю, носил маски, скрывался, скрывал свою истинную суть. Человек, который мог приходить и уходить, там, исчезать, пропадать без объяснений, без всяких лишних, там, не знаю, разъяснений. Человек вот перед вами предстанет как вот такое пугало, как посмешище. Не знаю, то ли вы от кого-то информацию об этом человеке правдивую получите, да, кто такой на самом деле, что из себя представляет, там, чем занимается. Либо человек вот прям как, ну, как мама родила, да, вот как есть, так и предстанет со всеми своими этими недостатками, уродствами и прочими особенностями, назовем мягко, особенностями. Да? Человек очень долго пудрил мозги, человек очень долго вил с вас веревки, может быть, что-то обещал, либо давал вам ложные надежды. А тут бац, все раскроется. И вы прям посмеетесь. Знаете, вот я вижу, что вы прям пальцем показываете, ну, дурак, и смеетесь над этим человеком. А ему сказать нечего будет, потому что вы правы. Ему, кстати, будет очень стыдно. Очень-очень стыдно. И в этот раз уже пропадет навсегда. Ну и правильно, девочки, он человек неблагонадежный, я бы даже сказала, в какой-то степени опасный. Я надеюсь, вы деньги ему не давали, потому что деньги он назад не вернет, если вы давали деньги. Так, а еще собственный дом. В собственном доме какая-то работа. 2 человека в собственном доме что-то делают. Смотрите, может быть, вы и ваш муж что-то будете делать. Также, возможно, наемные работники, да, вот 2 человека придут, либо 1 человек, и вы будете помогать. Какая-то работа будет происходить. Работа, которая затянется, работа сложная на самом деле. Либо, знаете, как неправильно оцененный объем работы. То есть вам говорят, ну, тут работает там, на час, а окажется, что это работа там, на месяц. Ну, утрирую, конечно, меньше, не месяц, не пугайтесь. Сейчас все испугались, за корвалолом побежали. Нет, ну вот как-то неправильно оцененный объем работы идет. Главное, что вы должны понимать, что все будет сделано, все будет доведено до ума и будет лучше прежнего. Вот, чтобы вы сразу там не расстраивались, не представляли, что вам это будет стоить там, миллионы, миллиарды. Нет, по цене вас никто не обидит. Если вам нужно самим что-то закупать, опять же, вы все это найдете по доступным ценам. То, что нужно будет сделано, починено, не знаю, отремонтировано, доведено до ума. У кого-то, кстати, на даче эта ситуация, у кого-то дома, да, где вы сейчас проживаете. Ну, в общем, бояться нечего. Знаете, как говорят, глаза боятся, руки делают. Ну, вот такая ситуация. Чуть дольше, может быть, чуть там по расходам больше, но тем не менее, все будет хорошо. Так, и в конце я вижу какой-то мужчина с огромным букетом цветов. Огромный букет. Ну, у кого-то букет это букет, а у кого-то букет это подарок. Подарок будет большим, сразу говорю, по объему большой. Да, вот большая коробка, либо вещь, которую человек подарит, она будет, ну, такая не маленькая. Смотрите, очень неожиданно он вам принесет эти цветы, либо сделает этот подарок. Если ваш мужчина, ну, скорее всего, после какой-то напряженочки между вами, так, какая-то ссора, напряженка. Если малознакомый мужчина, ну, вас поразит, да, что этот мужчина, например, помнит, когда у вас день рождения, либо этот мужчина помнит вашу доброту, вот купил подарок, принес, дает вам.
Вот, это будет приятно. Это будет приятно, и с этим человеком у вас идет либо очень хороший, милый, добрый разговор по душам, либо любовь, любовная, страстная, да, если это ваш мужчина. Но, тем не менее, приятно. Так, еще по поводу работы хочу добавить. Не могу сказать, в каком это ключе идет информация, но это связано с вашей работой, с вашей активностью, с вашей трудовой деятельностью. На работе не спать. Вот такой идет посыл. Не спать, не дремать. Свою работу, чем бы вы ни занимались, выполнять четко, вот, да, с четко открытыми глазами, следить за тем, что делаю, беречь, ну, если вы физически работаете, да, беречь конечности, если вы работаете умственно, то высыпайтесь, чтобы у вас мозг четко работал. А здесь идет какой-то риск расслабиться. Расслабиться, быть невнимательным, какую-то ошибку допустить. А потом будут проблемы. Проблемы прежде всего вот сам с собой, когда вы себя будете долбить за то, что совершил ту или иную ошибку. А другие поймут, простят, забудут, а вот вы страдаете самоедством, самокритикой. Себя потом долго будете корить, винить. И даже в какой-то степени наказывать. Внимание, внимание, вот прям 100% внимание. Если вы понимаете, что вот не могу, вот не идет, тогда возьмите отпуск, отгул, если это возможно, там, не знаю, сдвиньте эту работу важную. Но надо делать четко, зафиксированно, со 100% погружением, чтобы не было потом таких моментов. Так, мои хорошие, берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.